ФСБ похитила Николая Полозова. Именно так адвокат назвал свое задержание. После обеда в Симферопольскую гостиницу, где проживает Николай Полозов, приехали 6 человек, которые не предъявили никаких документов и пригласили его на беседу. В отделении Полозова пытались допросить в качестве свидетеля в деле заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова. Неудавшийся допрос следователи записывали на видео. Отвечать на вопросы адвокат отказался. Я был похищен, я это так квалифицирую. Был я отвезен в управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. В ходе допроса я не представил документов, я не ответил на вопросы, которые ставил следователь. Мной был изготовлен вот такой листок, где я указал слово «молчит». И указал, что в соответствии с статьей 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года, номер 63 ФЗ, это Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, и пунктом 2 части 3 статьи 56 УПК РФ, адвокат не может быть допрошен по обстоятельствам, ставшими ему известными в связи с оказанием юридической помощи. Николай Полозов обжалует действия ФСБ в крымских и российских судах, а также подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Полозова пытаются допросить в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова, чтобы адвокат не мог далее защищать права заместителя главы Меджлиса Умерова в суде. Если силовикам все-таки удастся отстранить Полозова от дела в качестве защиты, то Умеров, которого обвиняют в сепаратизме, будет вынужден обратиться к другим адвокатам. ФСБ у власти, нынешней оккупационной власти в Крыму, немножко планы другие. Они не хотят, чтобы хороший, качественный московский адвокат представлял интересы крымских татар. Это в назидание другим адвокатам, в назидание людям, которые поддерживают крымских татар на территории Российской Федерации, чтобы не связывались с Крымом, чтобы не лезли в дела крымских татар. То есть цель запугать.